Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Состоялось очередное заседание сессии парламента, единственным вопросом повестки дня которого был вопрос перевода из категории в категорию земельного участка в селе Кацикыт Гулрыбского района. Таким образом, парламент дал согласие на отведение земли в этом селе под строительство полигона твердых бытовых отходов. Кроме того, народные избранники приняли решение продлить полномочия депутатской комиссии по вопросам добычи углеводородного сырья еще на 1 месяц. Подробности в репортаже Ирины Аршба. В начале заседания сессии парламента спикер Валерий Кварчи проинформировал коллег о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания, который, как известно, находится на лечении в Москве. После проведения комплексного обследования в городской клинической больнице имени Буянова в городе Москве установлен диагноз – вирусная пневмония. Состояние пациента стабильное, с положительной динамикой. Нет угрозы его жизни. Это самое главное. Затем депутаты перешли к обсуждению основного и единственного вопроса повестки дня – переводу из категории в категорию земельного участка в селе Кацикыт Гулрыбского района, на территории которого планируется строительство полигона твердых бытовых отходов. Проект постановления представил председатель парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба. Была проведена большая работа по подбору земельного участка для организации полигона твердобытовых отходов. Данный участок мы выезжали на место с коллегами, произвели визуальный осмотр. Участок был выбран рядом сегодня с существующей свалкой Гулрыбского района. Да, там есть, конечно, много вопросов касаемо экологических и санитарных норм, но после дачи нашего согласия будут заказаны проекты и проведены изыскательские работы. Вице-спикер парламента Саид Харази отметил, что Гулрыбский район не против строительства на его территории полигона твердых бытовых отходов, но данный полигон должен соответствовать всем необходимым требованиям. Мы бы не хотели Гулрыбский район превратить во второй Маяк. Для нас важно, да, мы проголосуем за этот проект, но нам важно, чтобы к этому проекту подошли с научным подходом. Тот проект в будущем, который будет осуществляться, он должен быть безопасным для жителей района. И только в этом случае, да, мы будем говорить о том, что в будущем, да, будет создаваться то, о чем мы все хотели бы, современное место, где могут быть утилизация мусора. Но ни в коем случае без проекта приступать к каким-то действиям нельзя. Должен проект быть научным подходом, обязательно согласованный также и с районом, со всеми специалистами, что он будет безопасным. В итоге решение о переводе из категории земли сельхозназначения в категорию земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного спецназначения в селе Кацикыт Гулрыбского района было принято единогласно. Кроме того, народные избранники приняли решение продлить полномочия депутатской комиссии, созданной для изучения вопросов добычи углеводородного сырья на территории Абхазии, еще на 1 месяц. Ирина Аршба, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В кабинете министров Абхазии состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Заседание прошло под руководством председателей Абхазской и российской частей межведомственной группы, министра экономики Абхазии Адгура Арзенба и замминистра России по делам Северного Кавказа Игоря Кошина. Первым вопросом стороны обсудили подписание соглашения об избежании двойного налогообложения при импорте и экспорте товаров обеих стран. Такое соглашение имеет мировую практику, и только Российской Федерации заключено более 80 подобных документов. Участники рабочей встречи обсудили возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Республике Абхазия. Кроме того, были подведены промежуточные итоги реализации программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и рассмотрены вопросы абхазо-российского межбанковского взаимодействия и выполнение некоторых мероприятий инвестпрограммы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» на 2017-2019 годы, а также расширение сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Абхазией и Россией. Прецедент того, что такого рода рабочая группа появилась, мне кажется, это уже сам по себе момент позитивный. Почему? Потому что всегда обоснованно звучала критика, может быть, это не критика, а мнение о том, что вот взаимодействие Абхазии и России, оно в основном связано с инвестиционной программой, комплексным планом, который был до этого. Как известно, эти средства направлялись в большей степени на социальные объекты,
социальной инфраструктурой, а вот реальный сектор, реальная экономика как бы оставалась. А сейчас вот как раз вот эта рабочая группа призвана, во-первых, это говорит о том, что руководством наших стран уделяется особое внимание вот именно этому, то есть выделено в отдельный блок, создана специальная межведомственная рабочая группа. Поэтому это уже сам по себе факт очень позитивный. Наша задача — создать максимально комфортные условия для бизнеса. По сути, эта площадка призвана для того, чтобы предприниматели обеих сторон могли вносить сюда через нас те вопросы, которые возникают. Самый, наверное, быстрый вопрос, который сегодня получилось решить, да, это снятие ограничений по присутствию временной рабочей силы здесь. Да? Вот. Дело в том, что в России были одни условия, в Абхазии были другие условия. И каждые 30 дней работнику было необходимо проходить перерегистрацию. Вот сегодня этот барьер снят. Это же здорово. Это позволяет более активно привлекать квалифицированную рабочую силу на территорию республики. Мы очень подробно проговорили взаимоотношения между предпринимателями и теми кредитными организациями, которые активно финансировали и продолжают, кстати, этот процесс по тем инвестпроектам, не связанным напрямую с инвестпрограммой, вот, а связанным именно с реальным сектором экономики. Это было впервые вообще сделано, да, и то, что сегодня есть определенные результаты. Да, есть положительные моменты, есть отрицательные, есть сложности по ряду объектов, но это сложность такого рабочего порядка. Я думаю, что сейчас мы вместе все-таки найдем решение, и эти проекты пойдут дальше и будут не просто реализованы, а будут приносить реальную отдачу как тем банкам, которые финансировали эти инвестпроекты, так и, собственно говоря, республике. Предстоит еще очень-очень большая работа, потому что сегодня какие-то вопросы, да, уже сняты, решены, но есть масса вопросов, связанных с тем же кадастром. Да? Вот мы на протяжении последних, уже ряда лет выработали концепцию, сняли большое количество спорных уже моментов, но еще есть вопрос, который требует доработки. На базе пожарно-спасательной части Гулрипшского района прошел чемпионат Абхазии по пожарно-прикладному спорту. Чемпионат проводится ежегодно в рамках празднования Дня пожарной охраны. Об этом материал подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем пожарной охраны! Ура! 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 Первый отряд огнеборцев появился в Сухуми еще до революции, однако официальный статус День пожарной охраны получил лишь 101 год назад. 17 апреля 1918 года в Советской России был подписан декрет о создании пожарной службы. В чемпионате Абхазии 2019 года приняли участие подразделения МЧС из всех районов республики. Среди основных целей подобных состязаний значатся и такие, как повышение боевой выучки и спортивного мастерства личного состава пожарных подразделений, а также популяризация пожарно-прикладного спорта. Команды-участницы соревновались в подъеме по штурмовой лестнице, установке трехколенной выдвижной лестницы и подъему по ней на 3-й этаж учебной башни, преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями, а также мерились силами в боевом развертывании от мотопомпы. Участники состязаний до последнего боролись за победу, максимально выкладываясь на каждом этапе соревнований. Спортивные страсти при этом были накалены до предела, однако все проходило строго по правилам, за соблюдением которых пристально следила судейская коллегия. По результатам чемпионата призовые места распределились следующим образом. 3-е место заняла команда пожарно-спасательной части из Ачимчиры, на 2-м пожарные из Агудзеры, а победителем стала команда пожарно-спасательного отряда города Сухум. От сердца поздравляю еще раз, дай Бог.
Дай Бог, работайте над собой, это замечательно, молодцы, у вас сегодня лучший результат, с чем я вас и поздравляю. Спасибо. Поздравляю вас всех с нашим праздником. Все души желаю вам здоровья, в первую очередь. И сегодня вы показали неплохой результат. Безусловно, надо работать над собой. И в общем и в целом молодцы. Вы подняли нам настроение, настоящий праздник. У вас боевой дух. От вашего духа настроения зависит очень много. И поэтому дай Бог вам еще раз. Главное здоровье. И как у нас у пожарных принято, желаю вам сухих рукавов. Удачи вам, ребята. Молодцы. Спасибо. Спасибо вам. По словам руководства спасательного ведомства страны, общий уровень подготовки команд-участниц чемпионата был вполне достойным. По результатам соревнований будет сформирована сборная Абхазии по пожарно-прикладному спорту. В Сухуме прошли мероприятия, посвященные Дню призывника, в которых приняли участие ученики старших классов средних школ столицы, представители Министерства обороны и Министерства образования и науки Абхазии. Репортаж Саида Джарсаля. Молодые люди, которые приняли участие в мероприятии, организованном военным комиссариатом Абхазии, это будущие защитники Отечества, и они должны быть готовы постоять за Родину в случае необходимости. В день призывника учащиеся старших классов школ столицы и их родители, а также представители военных комиссариатов возложили цветы к мемориалу в парке Славы. Далее школьники посетили музей вооруженных сил Республики Абхазия. Здесь юноши могли ознакомиться с историей Отечественной войны народа Абхазии, увидеть многие виды оружия, которые использовались абхазскими ополченцами в самом начале войны. Будущие защитники Отечества также посетили учебный центр Министерства обороны. Им были показаны спальные расположения и места, где они, уже будучи военнослужащими, в течение месяца пройдут курс молодого бойца. Мы им показываем спальное расположение, распорядок дня, который существует в учебном центре. То есть идет плановая подготовка по курсу молодого бойца, где личный состав готовится по общевоинским уставам, по тактической подготовке, то есть в дальнейшем для распределения по воинским частям и отдельным подразделениям. Затем мероприятия, приуроченные ко Дню призывника, продолжились в актовом зале Министерства обороны. Старшеклассникам рассказали о службе в рядах армии и отметили, какую роль она играет в жизни каждого мужчины. Очень приятно сегодня, когда Министерство образования, отдел образования администрации города Сухум рядом с нами стали и многие другие структуры. И вообще сообща мы все вопросы можем решать. Все вы призывники. Как родился мальчик, он уже призывник. Сегодня в школе вы учитесь, завтра пойдете в армию, кто-то пойдет учиться. У каждого, как говорится, свой выбор. И вы должны иметь представление, что такое сегодняшняя абхазская армия. Как отмечалось на встрече, молодые люди должны служить в абхазской армии с достоинством, ведь у них есть пример старшего поколения. 25 лет назад, проявив мужество и героизм, их отцы и деды защитили Родину и отстояли ее свободу. Я хочу сказать о героизме подростков, которые во время Отечественной войны в Абхазии имело место. Ребятам не было еще 14 лет, которые рвались в бой. И это не мифы, это реальность. Рядом со мной были такие ребята. Дай Бог, чтобы в вашей жизни этого не было никогда. Чтобы вы никогда не видели войны и не слышали грохота, взрывов. Но я уверена, что вы все встанете на защиту Родины. Среди учащихся столичных школ также был проведен конкурс на разборку и сборку автомата, а в завершении в честь Дня призывника был организован концерт с участием студентов Сухумского государственного училища культуры. Саид Джарсаля, Инала Гухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Национальная библиотека Республики Абхазия имени Ивана Папаскир провела уже ставший традиционным фестиваль чтения «Библия. Ночь». Впервые данная акция была инициирована Российским библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры в 2012 году. 3 года назад к ней присоединилась и Абхазия. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В прошлом году «Библия. Ночь» собрала в стенах Национальной библиотеки 4400
человек и стала настоящим праздником для всех посетителей. Сотрудники главного книгохранилища страны и на этот раз подготовили интересную и насыщенную программу. На этажах библиотеки были организованы 4 площадки: ярмарка продаж, волшебный мир сцены, обитель творчества и библиосумерки, страсти по театру. Посетители могли принять участие в различных играх, викторинах и мастер-классах. Кроме того, детские театральные студии и ансамбли порадовали гостей библиотеки своим мастерством. Каждый год меняется и тематическая направленность библионочи. В этом году она прошла под девизом «Весь мир – театр». Мы постарались книгу приблизить с артефактами театральной области. Вы видите маска, вы видите костюмы знаменитой нашей актрисы Заиры Анкваб. Это ее платье, которым она в этом платье играла в спектакле. Ну и видите знаменитые фотографии галереи, которая сегодня, в общем-то, собрана в одном месте. И мы решили сделать отдельную выставку «Абхазская сцена», где есть опять-таки уникальные фотографии, фрагменты спектаклей, где играли наши знаменитые артисты. Ну и, конечно, мы сегодня демонстрируем впервые из фонда периодики, из фонда редких изданий газета «Апсныкапш» на латинской графике, в котором есть информация, год создания театра, информация о ней. 23 апреля в Иркутске стартует первенство России по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 годов рождения. В турнире примут участие около 450 сильнейших борцов из всех федеральных округов России. В течение 4 соревновательных дней на борцовских коврах спортсмены оспорят звание сильнейших в 11 весовых категориях. В первенстве также примут участие 6 абхазских спортсменов: Даниил Харчилава, Ричи Сичинава, Даниэль Гумба, Марат Кокускерия, Богдан Богателя, Денис Кваранзе. Первенство России по вольной борьбе является отборочным турниром. По его результатам будет сформирована сборная России для участия в первенствах Европы и мира, которые пройдут летом в Италии и Болгарии. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.